Ребят, 21 июля. Сейчас время я не посмотрел. 21 июля, 5 часов 43 минуты. Погода неутешительная. Вроде солнце выглядывает, но и гром гремит. Вот такой двор у меня. О, спать, Тулан. Уже стонет Тулан. Вот такой бардак во дворе. Как-нибудь в другой раз поснимаю еще. Насчет скважины просили снимать. И тут скважина. Все уже готово. Сколько метров, как копали, это я в другой раз расскажу. А сегодня вон там тучи. И гремит, блин. Хотел сходить с собаками погулять, а видно, ничего не получится у меня. Блин. Кусок трубы остался. Как же быть-то? Соседи за косилкой ездили. Луга затоплены. Косилка была затоплена даже. Все привезли. Там гром гремит. И в стороной вроде уходит. Хоть на поле сходим, вон туда. На те поля. С собаками погуляем. И то ладно. Ладно, сейчас хотел за грибами. Сейчас на поле схожу хотел. Пусть погуляют мои собачки. Ух. Сейчас погуляем, Туланчик. Ух. Ух. Тулан у меня на поводке, как обычно. Если отпущу, может за кошками побежать или еще куда убежит. За сучкой запросто. А так, еще пройдем до окраины деревни и отпущу, также пусть гуляет. Поросенок вот, вторую лужу уже нашла. Вон та пчела грязная, блин, вон такой. Фу. Что за собака, блин, как поросенок, действительно. Прошлогодних видео здесь я тоже проходил, снимал. Это первый раз на канале. Тоже можете посмотреть. Все в траве, не скошено, как и везде. Ладно, идем. И тучи там, конечно, хмурые. Все, побежал Тулан. Пусть побегают. Здесь свежие, скошенная трава свежая. Вот так выглядит. Раньше вот здесь ни одного, я в детстве ни одного дома тут не было. Ни одного. А сейчас до окраины, прям возле, последние дома, прям возле леса. Поля колхозные тут были. А так красиво. Ну, конечно, комаров очень много тут. Я в центре живу, более-менее терпимо. Айда купается. Айда купается там. Опять лужу нашла. И тут вот так по окраину возле села, церковь, возле села там все скошено уже. А здесь еще поля не тронутые. Ой, вон! Блин, собака бегает. Давно уже не отпускал. Ребят, не думал, что так жарко. Не то жарко, не то жарко, не то душно сейчас. И я еще с утра оделся, блин, думал, прохладно, потому что вчера вечером было не очень тепло. Решил раздеться. Кого-то придется куда-то
Я не знаю, куда на пояс может. О, уйди. Брызгаете, блин. Вот так, на пояс. Пояс любит тепло. Гремит только в путь вам. Вроде пока в стороне. И пока дождя нету, я решил сходить в лес. Бля, куда я попал? Вода. Где-то пару километров побродим по тайге. Поищем грибов. Может, где-нибудь найдем. Вон туланчик. Сейчас комментарий был тоже, блин. Написали, что уже насмотрелись ваших собак. Я не знаю, что им не нравится. Кому-то показывай побольше собак. Кому-то уже надоели собаки. Промолчу, в общем. Где-то переход должен быть. И самое главное, ребята, так называемый грибник Олег. Очки забыл. Сейчас вот подхожу к лесу и заметил, что у меня нету очков. И это нехорошо. Без очков, конечно, не так хорошо я вижу. Но сейчас уже обратно не будем идти. Сразу же вижу я морожку. Вон тут морожка есть. Но тут сыро. Если на другой берег сходить, там ягель. А тут вот такой лес. Сосняк, болото, потом ельник будет. Небольшие куски соснового леса, но в основном здесь десятки, сотни километров все ельник. Ельник и болото. Здесь другого леса нету. Фу, ладно, сейчас это сырое место пока буду идти тут. Неприятное сырое место. Попадаются кустики черники. Они уже синие, вон. Вон чай. Вон. Ищи чернику. Мох это надо. Люди брали отсюда мох. Уже иду по такому месту, где вот выход первых грибов должен быть. Красноголовых обычно сюда выходят. Смешанный лес такой, сосняк с елками. Так, но пока ничего не вижу. Иду по тропинке. Метров 200 тут пройдем. От Чили где-то в полкилометра, наверное, иду по лесу. И ничего. Полный штиль. Да и в селе пока никто не говорил, что где-то грибы собирают. Выхода нету пока грибов, как мы видим на сегодняшний день. В комментариях также пишут, что уже пора. Но до августа, видно, не хочет гриб выходить. О, гремит как. Ну, вроде стороной ушла туча. Вчера тоже ясно, погода такая солнечная, жаркая была. 20 июля. И как начал греметь, блин. Гром, молнии. Небольшой кратковременный дождь. Но гремело конкретно. Все выключил дома. Потому что в ливень, грозу, который был раньше, у многих там, у кого телек сгорел, у кого интернет там, молнии, короче, стреляли. И вчера вот не просто сказано там гром среди ясного неба также. Все вроде нормально было.
светило солнце. И как начало там греметь. Ну, пока идем пустые. Если таким макаром, значит, далеко уходить не будем. Круг где-то с километра 2 сделаю и все. Больше не пойду дальше. Ребятушки, вот он грибочек, как вы по-русски говорите. Вот он, первенец. Вот. Смотрите, чистый. Сейчас и ногу, наверное, возьму. Уйди. Я сегодня с ножом. Ну-ка, уйди, Тулан, уйди. Сварку ты мне писали. На тестирование нож предлагают. Ну, вот у меня вот такой. Короче, не новый нож, но старый, хороший. Я не скажу, я не жалуюсь, что у меня нож плохой. Очень хороший. Немало этим я уже резал. Так что из полотна сделано. Видео также есть, из чего как сделаны мои ножи. Видео про ножи можете посмотреть в моих видео. Все, один есть. Айда. Тула. Айда, осторожно все бегает. А, Тулан бешеный там. Туда-сюда, значит, все спокойно. Так. Ну, какая-то надежда, значит, будет. Может, еще найдем где-нибудь грибы. Будем ходить дальше искать. Один есть. У меня посуда также пакет. Также пакет я буду складывать. Шуршит, конечно. 1 минут. Ну все, пошли. Сейчас еще покружусь тут. Значит, я дальше схожу. Там еще перейду это сырое место. Там кусок ягоды будет. Сейчас глянем. Может, еще что-то найдем. Смотрите, в тайге можно что увидеть. Троса. Трактор, наверное, где-то лес таскал. Когда-то очень давно. Трос оставили. Гниет там. Металлокопам надо подсказать, пусть выроют и сдадут. Цыгане к нам в основном приезжают с города. Так, вот на сырое место дошли. Уйди туда. Ой, блин. Вот морожка. Ягоды морожки еще не спелые они. Вообще как картошка, блин. Сырая картошка. Но очень симпатичный он. Оно еще, знаете, сейчас я попробовал один, закинул одну штуку себе в рот и безвкусно она еще, горьковатая. Вон как течет ручей. И здесь вообще такой сыр, она не до такой степени. В этом году лес, вот черника. Витамины под ногами сейчас осенью. Не осенью еще, но уже дело к осени идет. Осенью ты идешь по тайге и закидываешь то чернику, то бруснику, то клюку, когда ты на охоте. Безвкусная вообще еще. И черники спрашивали, ягоды будут, нет, но черники маловато. Не скажу, что много. Для сдачи вряд ли насобираешь. Только для себя может. Хотя бы 5 литров набрать, и то ладно. Ну, в принципе, вы должны заметить, по какой тайге я иду. Здесь смешанный лес такой. Сосна и елка. Очень быстро можно заблудиться. Этой тайги многие боятся. Не лезут сюда. Потому что запросто можно заблудиться. Если солнца нет, ориентир. Только так можно потерять.
Я вот, например, сейчас иду, солнце у меня за спиной. Обратно надо выходить уже навстречу солнцу. Примерно за час солнце там немножко отклонится, а вот чуть-чуть от курса оно, ориентир должен быть солнце все равно. Тут еще последняя надежда, такой пруток Ягель. И здесь проверю и буду сворачивать уже обратно в сторону Нижера. Блин, комары достали уже. Небольшой пруток. На грибы обычно сюда тоже много выходит. Но сегодня что-то невезуха. Но зато собаки погуляют. Давно уже хотел с ними сходить в лес. Побегают. Да. Вон, блядь, нюхает и дальше пойдет. А тулан, он далеко ходит. Он под ногами не увидишь. Он придет, круг сделает и дальше побежит. Он летит. Он летит. Видите, какое красивое место. Слышите жужжание комаров. Остановишься и все. Нападают их сотни тут. Но место красивое, действительно красиво тут. Если, скажем, избушку вот на этом прутке сделать, вообще класс. Если от села, скажем, километров хотя бы 30, такие прутки. Увидите, кругом болото так, а здесь пруток такой. Вот построить избу самый раз. Сухое, где Яголь, это там сухое место. Нигде ни одного гриба. Вот как ни странно. Гриб, видно, еще не выходит. Если собрали, то ножки там можно увидеть. Еще что. Прямо тропинка, ребята. Заметил. Поганка. Поганку Олег заметил. Это, ребята, поганка. Может и городские как-то назовут, как называется этот гриб. Но это не красноголовик, а фиг знает. Какая-то поганка. Да. На. Грибы. А? Не надо, скажи, да? Да пошли. Пошли. Тулан пришел. Ох, какой мужик. Не знаю, будет ли толк в этом году осенью на охоте. Иду вот таким полям черничным. Кустарники, вот это зелено. Все это кустарники, черники. И вроде место такое хорошее. Черничное тут. Но ягоды, если присмотреться, вот 1, 2, 3, 4, 5. Потом поблизости ничего нету. Дальше идем. Где-то 2 метра уже. 2, 3, 5. Так получается уже. Нету. Опять кустик. Опять кустик такой. Потом дальше идем. Идем. Смотрим внимательно, ищем ягоду. Вон, одна ягода. Многие, десятки людей надеются, что они заработают на черниках, на ягодах. Но в этом году не заработать. В этом году ягоды нету. И уже листья желтеют, чернеют. Короче, как будто сезон осени уже. Душная погода на улице сегодня. Вообще душная. Душно мне. Вот сейчас я иду. У меня футболка и куртка. Я бы разделся с удовольствием. Пошел раздетым, но комарье достает.
приходится в куртке ходить. Тулан, мужичок. И дальше побежал. Вот так. Идем потихоньку. Слева болото. Не знаю, там морожка есть, нету. Не заходил туда. Там тоже справа сыроватое место. А мы по тропинке пойдем до дороги. И по дорогу уже будем спускаться. Тут больше делать нечего, ребят. Проверили, погуляли. Идем дальше. Идем вон оттуда, по этой просеке. Похоже на просеку, вон какой ровный там промежуток такой. Полоса, в общем. Сейчас уже выхожу на дорогу. Фу, блин. И по дороге газку. Чего только не заметишь тут. Синий напиток. Этикетка синяя, морс, но чай. Оставлено кем-то в прошлом году. Видно, тут ягоды собирали. Муравейники очень встречаются частенько. Не разбитые, интересно. Медведей нету или что тут? Муравейники все целые. Штук 5, наверное, сегодня уже видел. Встречалось. И целые. Значит, медведей в этой стороне нету. Основное там на другом берегу реки. Там много следов. Иду уже, думаю, только о доме, чтобы вернуться. И как назло, еще один гриб. Блин, все планы так быстро меняются. Вот так срежем. О, блин. Даже ноги чистые, как ни странно. Шляпка тоже чистая. Тоже возьму. Ну, блин, еще придется тогда здесь кружок сделать, потому что тут ельник. Хотя дождь начинается. Собаки пришли откуда-то сзади. Меня, оказывается, они были. Неожиданно так они побежали на меня, блин, думал, все, медведь бежит. Все мысли только о медведе, блин. Никак этот страх не проходит, который сидит у меня. Сейчас я еще кружок тут сделаю. Вот за все время. Блин. За все время. Сколько мы сегодня в тайге? Второй гриб. С белой шляпкой этот. Ладно, ищем дальше. Прошлую рыбалку я тоже собирал грибы. Грибы были маслята. Но знаете, вот собирать интересно, приятно. Набирается быстро. Их много. О, вон еще один гриб. И самое главное, что они оказались, на любителя. Мне не очень так понравилось. Вот очередной гриб, ребят. Сейчас ножик достану. Тоже попробую ножом. Уйди. Это уже с червями. Красота на с червями. Вставляем. И, блин, комарья-то сколько. Вот лужу нашла. Охлаждаетесь. Обегались уже, все. Маслята вот начали мы варить перед жаркой. Так, на воде их варим. И запах не очень такой. Как кисловатый, что ли. Похоже на кисловатый вот такой запах идет. И в следующий раз, конечно же, по минимуму буду их брать. Не очень мне понравились. Честно скажу. Лучше меньше на красноголовики. Красноголовки, они вот как-то вкусные, под зубами они твердые такие вот.
приятно жевать их. Такой вот. А боровики, они до сентября, их еще придется ждать. Фу. Ладно, ищем сейчас еще по этой дороге придется. Это уже другая лесная дорога поднимается в другую сторону. Сейчас такой кружок сделаю, с одной стороны так поднимусь, с другой спущусь. Поглядим, что там есть. Давай я и дороблю со мной. Что-то я красненькое увидел. Похоже на гриба. Похоже на гриба. Без очков, но что-то еще более-менее нахожу. Тоже крупный. Думаю, есть серьяна. Но это я почищу. Это терпимо. О, вот. Эту фигнюшку я уберу, а сам гриб ништяковский. Фу. Так. Это уже третий гриб получается у нас. Хорошечно. Сломал ногу. Нога тоже уже гнилая. Но эта часть гриба еще более-менее я возьму. А вот это уже вон почистил и гнилье. О, опарышей сколько. Фу, блин. Мне противно, когда люди берут грибы с ногами, несут целую машину, везут. А там все бракованные. Так я не прожорливая, что ли? Я не понимаю. Я комий человек, блин. Не могу таких людей понять. Которые вот не проверяют дома, не проверяют в лесу гриб. Долго ли срезать там, посмотреть? Нет, аккуратно они режут, потом хвалят себя и другим говорят, что вот набрали целую машину или целую телегу грибов. А там 80% гнилья везут домой. Гнилье. Да. Держу курс на солнце. Уже срезал. Далеко не стал идти, потому что там уже Алексеевка. И место не такое хорошее. Мне бы этот уголок еще посмотреть. Есть еще уголки такие. Места хорошие. Глянем там. Там кустарники, березы. Хочется туда к полю сходить. Возле поляны там посмотреть. Смотрите. Вот это нормальный куст черники. Вот это черника. Вот такой кустик. Их много, ягод очень много. Еще, конечно, надо неспелые, красные они. Сперва они зеленые, потом краснеют, потом уже синими становятся. Но это не спелые еще. Уголок такой вот. Иду уже вдоль поля. Тут поле колхозное. Я вообще не ожидал, что сегодня сюда я приду. Потому что первоначально так ничего я не видел, ни одного гриба. А потом решил все-таки здесь побродить. И думаю, зря сюда я пришел. Почему-то здесь грибов тоже нету. Хотя здесь выход хороший тоже бывает. Тоже недалеко от Алексеевки. Фу, блин. Так, все, наверное, буду задний ход включу. Дальше не пойду. Дальше там плохое место, тоже плохое. Нет, буду возвращаться. Солнце у меня с левой стороны. Видим. Буду обходить эти поля, потом обратно зайду в тайгу и по дороге спущусь. Интересно, здесь частенько выходит тоже грибы. Красноголовики, подосиновики, подберезовики. Подберезовик, то есть не подосиновик вообще бывает или нет, подосиновик. Подберезовик, вот это понимаю.
Или подосиновик это красноголовик. Ну, поганки встречаются немножко. Айда тут нюхтит. Ни одного зайчишку не поднимали еще. Вот смотрите, какой великан тут. Гриб когда-то выходил тут. Очень уже все. Ничего уже от гриба не осталось. Одно название. Знаете, когда-то все равно гриб выходил местами как-то. Так. Боюсь, что опять длинный фильм будет. Как-то не стараюсь уже много снимать. Но там поле, там сыро, уф, после дождей, блин. Я уже весь сыровый. Видно как. Весь сыровый. Ладно, идем. Пока тут. Вдоль поля. Дорога тут хорошая. Вот грибок. Шляпа такая. А, вон еще один, ребят. И вон еще один. 2 штуки тут. Нормальных нет. Я думаю... Сейчас глянем. Аккуратно. Там точки, но это я буду брать. Нога негодная. Никакой надежды уже у меня не было. Сколько уже я прошел круговую эти поля. И первое место, где я нашел их, у этого нога такая мощная. Ой, гнилье. Вот так, ребята, так что проверяйте в лесу ножки. Вон, смотрите, под этой красотой, что вы собираете. Вот такая картина. Противно такие грибы брать. Так, и вот эта шляпа еще мощная. Ну это уже все. Сверху вон как. Вот какой красивый гриб. С ножкой берут. Аккуратный такой. А в середине такая каша. Фу. Блин. И я ведь таких еще грибников из Коми вижу. Коми народ даже так собирает. Ногами так радуются гнилью. Вон еще один. Не успел спрятаться от Олега. Вон такая. Тоже проверим. Это понимаю более-менее. И то по бокам дырки. А этот-то лужу ищет. Вот это ништяковский гриб. Вот такие Олеги собирают. Черви жать не будем. Фу. Ну вот, на суп уже набрали. Смело уже можно суп сварить. Такого количества. На жаркое маловато, но супец грибной сегодня у нас будет. Видите поросенка? Это мой поросенок. А это поросенок. Тулан играет. Тулан молодой. Гривы вон. Вокруг этого поля уже поля заросли уже, вон какие сосняки. Сосновый бор такой получился. Тут небольшой уголок тоже можно скосить. Сено, в принципе, заброшенный луг.
потому что луга сейчас затоплены возле реки. А вот такие луга можно еще как бы скосить и там, на недельку травы заготовить на неделю. Вот такие дела. Вот такая погода у нас в Коми. Пасмурно, гремит все время еще. С западной стороны там ужасные тучи. Страшные. И гром такой сильный идет. Фу, идем дальше. О, ловушка на куницу тут. Чья-то. Такой подъем. Бревна поставили. Ну, в прошлом году, видно, еще кто-то тут охотился. Вот такая приманка тут видно была. Ну, как и в России, в Сибири охотятся, принцип такой же. Видно, сюда капкан вставляют, туда-сюда бегает, куница попадает. Вот так. Ясно, понятно. Все. Я повернул. Возле поля там проверили. И сейчас уже поднем в другую сторону. А здесь у меня надежды больше не будет что-то найти. Ну, от силы один гриб, два гриба. Основное я уже прошел грибные места. У меня тулан отстал. Я не знаю где. Айда возле меня. Немножко лай как будто слышно было. Блин. Этого еще не хватало. Куда он пошел? Это бабуля здесь. Как будто там ловят. И очень далеко. Один, наверное, придется возвращаться мне. Не могу определить, не то лай, не то. Да, лает. Он далеко. Ё-моё, блин. Сейчас придется сходить обратно. Фу. Что он лает там? Иду обратно, ребята. Блин. Где-то в обратной стороне очень далеко лает мой тулан. Замолк. Видите, что творится в Коми? Это и есть тайга. Ух. Снимать невозможно, ребят. Выключу. По-быстрому схожу в ту сторону. Я не знаю, где он. Еле-еле слышно лай. И жужжание комаров. Фу. Очень много. Ну по-новому придется помазаться. Где-то часа два уже бродим тут. Антикомарин уже перестал действовать. Фу, блин. Ладно, ребят, не могу пока снимать. Невозможно, руки жжет, то есть прямо. Подожду, может придет. Идет бродяга, ребят. Ты где был, пока помазался, пришел? А? Посвистел, услышал, видно. А? Отстал или что? Что с тобой случилось? А? Тулан, конновелы. Где был? Тулан. Хорошо, что не пришлось возвращаться, ребят. Тулан пришел. Иди вперед. Я внимания не обращаю, иду себе, иду. Потому что Тулан все время где-то бродит. И смотрю уже, блин, по времени долго не вижу его. Ну, самостоятельно пришел. Ладно, идем дальше. Хорошо, что не пришлось мне возвращаться где-то с полкилометра уже с последнего места, где я грибы находил. Вон там где-то и в сторону отошел. Тулан видно. Почему так купается Айда? Не хватает ему
охлаждение видно. Все время она в воде. Ну вот последний метр, и ветерок тут хороший. Сожрали меня уже. Опа. Канава последняя. Вроде не глубоко тут. Так. Ух. Вот это да. Вон она. Поле до сюда скошена трава. Ну вот и все. Поход заканчиваем. Ну все, ребят, на этом буду заканчивать. Пособирали мы грибы. Все это вы видели, кто досмотрел этот фильм. Набрал я 5 штук грибов. Не такие крупные, ну диаметром 8 сантиметров. И взял с ножками так. Будет вкусный, свежий супец сегодня из грибов. Жарить маловато, конечно, но суп хорошенький будет. Все, всем пока. Ждите новое видео. И удачи всем. План набегался. Я спокойно. Не спеша. Нагулялись собаки. И ветер поднимается, вон как тучи идут. Круговую окружают тучи. Дождь, наверное, будет.